В рамках планов по уничтожению культуры и истории уйгурского народа китайские власти разрушили статуи 3 известных исторических личностей. Радио «Свободная Азия» предоставила спутниковые снимки, согласно которым были снесены памятники Газибая, ученого в области медицины IV века до нашей эры, который был расположен во дворе столичной больницы в Урумчи, Махмуда Кашгари, известного ученого-лингвиста XI века, который жил и работал над своими трудами в городе Апал, а также Хусейн хана Таджалли, поэта и специалиста народной медицины конца XIX – начала XX веков, которая располагалась во дворце больницы города Каргалык. Правоохранители города Стамбул задержали подозреваемых в связи с вооруженным нападением, совершенным 2 ноября на улице Ахметакая в поселке Денис-Кошклер в районе Авджалар, в результате которого был тяжело ранен выходец из Восточного Туркестана Юсуфджан Амет. Момент поимки одного из подозреваемых, стрелявших в молодого человека, который до сих пор находится в реанимации, зафиксировали камеры единой системы наблюдения города. 11 ноября в результате спецоперации, проведенной правоохранителями в поселке Дженнет, расположенном в районе Кючук-Чекмедже, был задержан подозреваемый Алиев, а уже через 9 дней сдался его сообщник Омар. После суда и следственных мероприятий их отправили в тюрьму. Сразу после нападения Юсуфджан Амет, который был ранен в шею, был доставлен в больницу, где сообщил полицейским, что не знает нападавших. В прошлом году канал Аль-Джазира опубликовал его интервью, в котором рассказал, что его принуждают собирать информацию об уйгурах, шантажируя семьей, оставшейся на родине. Тогда он заявил, что отказался работать на Китай. Журнал политических угроз издал статью под заголовком «Коммунистическая партия Китая действует как террористическая организация» за подписью исследователя Американского фонда прав человека доктора Терри Марш и доктора Тена Биао из Чикагского университета, которые считают, что действия Коммунистической партии Китая, заключившей в концлагеря миллионы жителей уйгурского региона, полностью соответствуют определению зарубежной террористической организации, закрепленной в законе Соединенных Штатов. В статье перечисляются преступления Коммунистической партии против человечества, включая слежку, экономический шпионаж и коммерческий плагиат, а также усилия по ослаблению демократии в Гонконге и Тайване. Специалисты подчеркнули, что существует достаточно доказательств, чтобы назвать китайское правительство террористической организацией. Китайский YouTube-блогер призвал гонконгцев контролировать и пресекать учителей, которые настраивают своих учеников против Китая и призывают их выйти на улицы в знак протеста. Акция, начатая блогером, получила поддержку пропекинских политиков Гонконга. Согласно данным, предоставленным информационным агентством Reuters, около 40% из 9200 демонстрантов, задержанных полицией начиная с июля прошлого года, являлись студентами. Китайские власти, обеспокоенные ростом недоверия прокитайскому правительству Гонконга среди молодежи, взялись за систему образования района. Корабль береговой охраны Китая вошел в территориальные воды Малайзии в Южно-Китайском море. Согласно отчету организации «Инициатива по обеспечению прозрачности азиатских морских путей», 19 ноября китайское судно пришвартовало буровую установку для добычи углеводородов в 44 морских милях от Саравака на севере Малайзии. Многочисленные предупреждения службы береговой охраны Малайзии капитан китайского судна проигнорировал, после чего ВМС Малайзии направили в регион несколько эсминцев. В сентябре правительство Малайзии направило в ООН обращение, в котором заявило о неуместности претензий Китая в Южно-Китайском море. Министр иностранных дел Малайзии Хишамудин Хусейн отметил, что Малайзия имеет права на континентальный шельф на расстоянии до 200 морских миль от побережья Южно-Китайского моря.